Российские доктора обратились к Путину с ультиматумом, пока в самой России продолжают бороться с абортами, а Эрдоган ищет ядерку у Израиля. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Россия снова меняет тактику под Авдеевкой. Кого теперь отправляют в бой? Ну и геройски погибнуть, да, чтобы следующие, которые будут идти уже кадровые, могли этот боекомплект использовать. Столкновения на российско-финской границе. Участвуют представители не только Финляндии и России. SpaceX запустили гигантскую ракету, и этот запуск стал успешнее предыдущего. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на наши странички. Это все очень важно, потому что каждое наше видео тогда увидит большее количество людей. Поехали. Новая волна атак на Авдеевку откладывается из-за плохой погоды. Оккупанты снова меняют тактику. Из-за плохих погодных условий использовать тяжелую технику не всегда возможно, поэтому они используют так называемые пешие окружения. Сейчас, по крайней мере, да, с такими погодными условиями они не могут технику использовать, поэтому они заваливают пехотой несколько групп одновременно. Небольших групп выдвигаются по нескольким направлениям и пытаются, грубо говоря, зацепиться. Идет первая волна. Первая волна, как правило, это идут Шторм Z, скажем так, непотреб этот, да, задача которого как можно ближе подойти к нашим позициям и донести туда боекомплект. Ну и геройски погибнуть, да, чтобы следующие, которые будут идти уже кадровые, могли этот боекомплект использовать. Командующий обороной на этом направлении Александр Тарнавский говорит, что пока все атаки оккупантов удается отразить и даже иногда переходить в атаку. Общие потери врага составили 456 человек. Один оккупант сдался в плен. В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. То есть наступление на Мелитопольском направлении продолжается, и как раз туда Россия перебрасывает войска для укрепления своих позиций. На российско-финской границе начинаются столкновения с мигрантами, которые пытаются попасть в Финляндию. Кадры публикует Deutsche Welle. Вместе с тем, несколько десятков граждан третьих стран, которые пытались попасть из России в Финляндию, застряли в приграничной зоне со стороны России. Мигранты оказались зажатыми в межграничье после того, как Финляндия закрыла 4 КПП. Власти заявляют, что Россия способствует этому наплыву мигрантов из таких стран, как Сирия, Ирак, Пакистан и Сомали. В столице Финляндии тем временем прошел митинг против закрытия пунктов пропуска с РФ. Издание «Бумага» пишет, что в этом митинге преимущественно приняли участие русскоязычные жители Финляндии, имеющие родственников в России. Они держали плакаты с надписями «Закрытые границы разделяют семьи», «Приятного семейного Рождества», «На автобус к бабушке», «Железный занавес» и даже сформировали петицию с требованием отменить такое решение. Тем временем в другой части света тоже решили бороться с мигрантами. Иордания перебрасывает на границу с Палестиной часть войск для того, чтобы не позволить палестинским беженцам попасть нелегально в страну. Эрдоган хочет проверить наличие ядерного оружия у Израиля. Для этого даже предлагает создать специальную инспекцию, которая этим и займется. Есть ли сейчас у Израиля ядерное оружие? Есть. Но если вы спросите у Израиля, то они не скажут «да», потому что они очень хорошо используют ложь. Информация о том, что Израиль имеет ядерное оружие, популярна, но ничем не подтверждена. Страна не входит в так называемый ядерный клуб и не проводит ядерных испытаний. А в 2022 году Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой обязала Израиль избавиться от своего ядерного оружия и передать ядерные объекты в ведение МАГАТЭ. Отказ от проведения абортов – это правильно, говорит детский омбудсман РФ Мария Львова-Белова.
Ранее патриарх Кирилл заявлял, что запрет абортов поможет увеличить рождаемость в стране, цитирую, как по движению волшебной палочки, конец цитаты. Почему в России решили запретить прерывание беременности именно сейчас и почему это малоэффективно, смотрите в нашем сюжете. Вопрос ограничения абортов, казалось бы, закрытый еще в прошлом веке, вновь всплывает в публичном пространстве. Скрепные путинские власти решили объявить новую войну, в этот раз женщинам. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова отказ от проведения абортов поддерживает. Пропаганда также включилась на полную. Теперь по зомбоящику большинство эфирного времени посвящено так называемому детоубийству. И надо двигаться в этом направлении. Что касается про мотивации женщины к отказу от аборта, должна быть целая стратегия государственная, потому что это мораль, это совесть, это честь, это справедливость, это все, что связано с правильными человеческими качествами. Ключевые слова – традиционные ценности и ценности семьи. Они объясняют ту кампанию по борьбе с абортами, которую развивают российские власти. Однако, главный тут не вопрос государственной политики, как повысить деторождаемость, а идеологический, каково место женщины в так называемом традиционном российском обществе. Запрет абортов поможет увеличить население страны, как по движению волшебной палочки, заявляет патриарх Кирилл. Население может увеличиться просто, как, знаете, по движению волшебной палочки. Если вот эту проблему решим, если научимся отговаривать женщин от совершения абортов, сразу статистика пойдет вверх. Запрет абортов – попытка наступить на старые, притом весьма опасные грабли. Ограничение абортов приводит не к увеличению рождаемости, а к всплеску женской смертности. Женщины не станут больше рожать, а пойдут на подпольные аборты, рискуя своими жизнями. Главная мечта российских чиновников – повышение рождаемости не исполняется, подчеркивает эксперт. Самая главная мечта российских чиновников, да, то, что повышается рождаемость, она не исполняется. Да, та же Польша сейчас в Европе страна с далеко не самым высоким уровнем рождаемости, да, но растут другие показатели. Растет количество, того, что называется криминальные аборты, да, потому что где есть спрос, там есть и предложение, и если есть необходимость сделать аборты, появляется теневой рынок, и из-за этого, конечно, растет статистика и материнской смертности, да, то есть женщины могут умирать при попытке аборта, женщины могут умирать при родах, да, если мы говорим о тех случаях, когда здоровье женщины не позволяет там выносить и родить ребенка, растет количество детей, которые оказываются в детских домах. Увеличение численности нежелательных детей ведет к умножению социального неблагополучия. Эти дети с высокой вероятностью пополнят ряды тех, у кого с молодости будут проблемы с законом. От запрета проведения абортов в первую очередь страдают малоимущие люди, а также подростки. Конечно, такие репрессивные законы чаще всего бьют по тем, кто наиболее уязвим. Во-первых, по бедным людям, у которых нет, например, средств съездить в другую страну, сделать аборт. Да, как могут делать более привилегированные женщины, у которых есть на это возможности. По подросткам, девочкам-подросткам, у которых, в принципе, не очень много контроля за своей жизнью и за своим телом, да, здесь еще им придется вынашивать ребенка, к которому они не готовы. Мы можем говорить про людей, переживших изнасилование, да, потому что часть беременности наступает в результате изнасилования, и невозможность сделать аборт в таком случае может очень сильно усилить последствия той травмы, которую женщина уже пережила. Российские врачи написали письмо Путину и просят освободить Сашу Скочиленко, которой дали 7 лет колонии за антивоенную акцию. Врачи призывают выпустить ее из тюрьмы, где она находится уже 1,5 года, несмотря на выявленные хронические заболевания. Все желающие могут подписаться под этим письмом. Конечно, врачи призывают сделать это в первую очередь своих коллег. И всем вместе обратиться к Путину, но вот услышит ли он их в Кремле? На фоне сообщения о массовом досрочном освобождении людей, совершивших тяжкие преступления, такие как изнасилование и убийство, реальное лишение свободы для человека, в деянии которого нет состава преступления и потерпевших, представляется особенно несправедливым. Мы требуем от вас, как от гаранта Конституции, немедленного освобождения Саши Скочиленко. Рекордный митинг собрался в Мадриде, где протестовали против амнистии каталонских сепаратистов. По центру испанской столицы прошли 170 тысяч человек, и протестовали они против закона, на который пошла правящая партия, чтобы сформировать коалицию в парламенте. На минувшей неделе лидер социалистической рабочей партии получил мандат от парламента на представление правительства при поддержке каталонских и баскских националистических партий и в обмен на одобрение
одобрения закона об амнистии, который должен коснуться 300 сторонников независимости Каталонии и 73 полицейских, которых обвинили в превышении полномочий во время протестов против независимости Каталонии. SpaceX таки запустили свою гигантскую ракету Starship. Правда, до космоса она так и не долетела. 122-метровая ракета, успешно отделив нижнюю ступень, потеряла связь с Землей и получила команду на самоуничтожение. В любом случае, этот результат уже лучше предыдущего запуска. Предыдущая ракета взорвалась практически сразу после старта. You're hearing the cheering, the first ever successful hop stage for SpaceX's Starship. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. Любая ваша реакция, и YouTube показывает это видео большему количеству людей. На этом все, до встречи и хороших вам новостей.